И, наверное, даже где-то сближать позиции, где... Да, вот я сейчас об этом хочу поговорить, да, вот ты видел, да, и ты внимательно следил, как и выборы проходили, и все остальное, да, и проходили там с определенными нюансами, да, о которых все говорят. И вот в начале статьи ты вынес такую метафору, которая очень поэтично звучит, да, там торговля тишиной, но тишина в политике часто бывает обманчивая, это и может означать иногда лишь загнанное внутреннее недовольство. Понимаешь? И какая тишина Абхазии нужна, вот на твой взгляд? На самом деле, это тишина стабильного развития и предсказуемости или тишина отсутствия политической дискуссии? Не, я с тобой согласен, что, естественно, первый пункт, он однозначно должен быть в приоритете, это и есть цель, да, стабильное развитие, это и есть... собственно говоря, в моем представлении, да, та тишина, к которой мы должны стремиться, да, образно говоря. Но когда мы говорим политические дискуссии, да, то есть политические дискуссии, это же вещь такая, я как первый, кто за них, да, но они должны вестись корректно. Понимаешь? И вопрос, я против политической дискуссии, когда она манипулятивна. Прежде всего, манипулятивна не в силу своих убеждений, а в силу того, как меняется ситуация. Ведь о чем в том числе Сергей Владимирович говорил в своем интервью, и что иной раз действительно у нас, у россиян, да, ну и у меня, у человека, который и к Абхазии неравнодушен, и является патриотом России, ну, вызывает тоже некий вопрос, что одни и те же люди, да, в политике, которые тут, ну, тоже тут большинство лиц, которых я знал, работая здесь, сколько лет назад, больше 15 лет назад, наверное, да, я, ну, многих из этих политиков вижу до сих пор. Да. И вижу, как они, находясь при власти, да, там, дружат с Россией и говорят, какая Россия молодец, как она все делает правильно, как она делает хорошо. Как только они оказываются в оппозиции, они за те же самые взаимоотношения начинают мочить своих оппонентов. Хорошо, я понимаю, что это разборки абхазов с абхазами, ну а мы, русские, как себя должны чувствовать? Вот как ты должен себя чувствовать, когда ты в разборках между мной и Георгием будешь, если я буду сидеть там, на его месте, да, ты будешь хорошим, мы через 10 минут поменяемся местами, я буду говорить совершенно иные вещи про тебя. Ну, то есть таким образом, а ты при этом сидишь на том же месте, ничего с тобой не происходит, ты как был алхасом, так и остался алхасом. Но то ты плохой, то ты хороший для одного и того же человека. Используя одни и те же аргументы. То люди идут, значит, там с плакатами перекрывают трассу, никаких соглашений с Россией. Потом эти же самые люди соглашения с Россией заключают. Завтра они... Ну, и это, к сожалению, тенденция про оба, что называется, лагеря. Поэтому я за здоровую дискуссию. Если говорить про партии, да, вот мне нравится формулировка, я за партию здравого смысла. Да, и у меня друзья, что называется, из одного лагеря есть, из другого лагеря есть, с которыми я доверительно и честно, откровенно общаюсь. И у нас огромное, скажем так, поле для точек соприкосновения. И я не вижу противоречий там между, как это тогда еще давным-давно, да, началось, между, условно говоря, там одним лагерем, который можно обозначить там хаджимбисты, сторонники первого президента Владислава Арценба, к которому я с величайшим уважением отношусь. Я про него, конечно, и про мое отношение к нему хотел бы отдельно, может быть, поговорить, потому что на многие поступки в моей жизни, в том числе на мое поведение на Донбассе и так далее, повлияла именно персона и фигура Владислава Арценба, то есть то, каким он был человеком, то, как он видел мир в принципе, да. И для меня важно, чтобы люди стремились в своих политических дискуссиях, открытых, публичных, прежде всего опираться на здравый смысл, а не на какие-то вот свои, скажем так, сиюминутные, да, там, политические амбиции. Сегодня я буду говорить, что дружить с Россией в такой форме плохо, да, потому что это мне позволит набрать очки там и пойти в парламент. Ну, а если я окажусь у власти и, условно говоря, буду иметь доступ, к сожалению, это все вот наследие тех старых взаимоотношений, которые были, скажем так, в прошлой эпохе, будем так, это в прошлой политической эпохе, будем говорить так, да, я против такой дискуссии, честно. Я за
здоровую дискуссию и максимально честную, откровенную, но на основе здравого смысла. Если дискуссия, она должна быть, естественно, конструктивной, то ты очень правильно в статье отметил, что вот эта вот турбулентность внутри Абхазии, да, она очень вредит на фоне вот этих вот глобальных происходящих процессов. Действительно, да, тут... люди, которые находятся при власти, зачастую не могут принимать и двигаться по какому-то конструктивному пути, выстраивая взаимоотношения с Россией, потому что они опасаются каждый раз, что их скинут из-за того, что они там где-то... Мало того, я тебе скажу, что вот в условиях общего вот этого вот глобального противостояния, вот эта внутренняя турбулентность, она вредит и России, и Абхазии. Это понятное дело. Но ты сам говоришь, да, у нас что и там есть у тебя в том лагере друзья, и в этом. А вообще абхазское общество так и устроено, с очень широкими горизонтальными связями. То есть это как грибной мицелий, да, то есть вот эта грибница, которая вот границу там провести очень сложно. Ты очень хороший термин ввел в обиход, я буду им пользоваться по дальнейшему. Абхазский политикум, вообще политикум, именно абхазский. Да, кстати, это не в отношении Абхазии было введено, то есть я и слово политикум довольно давно использую, в том числе в отношении русских политиков, которых я тоже не считаю государственниками, их, к сожалению, в России до сих пор немало. Каждый из политических лагерей в Абхазии, да, использует, как ты выразился, отношение к России, да, вот если так можно сказать, как манипуляцию, как фактор, да, и якобы, опять же, я с твоих слов сейчас говорю, потом я свое мнение скажу, когда там власть переходит в оппозицию, она начинает говорить, что вот с Россией так не надо дружить и так далее. Честно, я не вспомню, вот именно, вот у меня никогда такого ощущения не было, что оппозиция против как-то России выступать или взаимоотношений с Россией. Чаще всего, или практически 100% случаев, это какие-то отдельные ситуации, в которых нужно разбираться, в которых претензии в первую очередь идут к нашим чиновникам, и от оппозиции в том числе. И мне кажется, ты как человек вхожий и в элиту абхазскую, и в общество, ты знаешь хорошо наше настроение, нашу мотивацию, да, и в том числе и в российскую, на тебя тоже какая-то надежда, что ты правильно сможешь, какую-то свою роль ретранслятора, да, сыграть, перевести с русского на русский. И мне кажется, ты должен хорошо понимать, что большая часть общества, и, наверное, скажу, даже большая часть политиков абхазских, когда вот какие-то кризисы происходят, главная мотивация – это переживание за то, что как раз-таки какие-то чиновники используют наши отношения в угоду себе, в выгоду себе. И главная мотивация вот абхазского общества и большей части политиков именно в том, чтобы вот эти возможности и помощь, которую Российская Федерация предоставляет Абхазии, чтобы она справедливо распределялась. Именно справедливость стоит во главе. Нет вопроса к абхазскому обществу. И политики в том числе. Нет, просто... есть, в том-то и вопрос, брат, понимаешь, у меня нет вопросов к абхазскому обществу, которое, честно говоря, как мне кажется, да, ну вот общаясь с людьми, там, к моменту прошлого года находилось в такой, тяжелой апатии вообще, в принципе, к политике любой. То есть было разочарование как в одном лагере, так и в другом лагере. У меня таких друзей, по сути дела, большинство. Кризис доверия, можно так сказать. Кризис доверия к власти, да. В принципе. Из-за чего он произошел? Из-за того, что они, по сути дела, перекидывали мяч и с одной стороны поля на другую сторону, да, там поля, но и те, и другие, да, там занимались параллельно решением своих вопросов. Это я не говорю про общество само. Общество как раз имеет абсолютно здоровый запрос на справедливое распределение российской помощи. И этот запрос ни одна из команд, да, которая вот была до этого момента, не удовлетворила. Но ведь это так. Да. Поэтому у меня нет, скажем так, каких-то вопросов к абхазскому обществу. Я на месте абхазского общества реагировал именно так. И я один из первых, кто приехал сюда накануне выборов, и когда была вот эта истерия, да, там про антироссийские настроения, да. Я был первый, кто на федеральных каналах, там на Первом канале, и сам публично это говорил, и целый спецрепортаж там 20-минутный сделал, показывая совершенно обратную вещь, общаясь именно с народом. Да, я помню, ты записался всеми кандидатами
интервью. Да, это вот... твой вклад, я считаю, он очень ценный был в тот момент, потому что на тебя всегда смотрят с надеждой, потому что ты... Я задал, причем всем вопросы идентичные, одинаковые. Да. 3 одинаковых вопроса задал каждому. Да. И мне кажется, вот это, наверное, в какой-то степени на тебя, может быть, ненароком ответственность налагает, да, раз вот здесь на тебя смотрят с надеждой. Вот особенно в такой период, в тот период, я помню, что когда ты приехал, да, вот, было много всяких мифов о том, что здесь происходит, и на тебя, правда, мы все смотрели с надеждой, что ты сможешь вот все-таки передать, да, действительно, что здесь происходит. Я с тобой соглашусь, я эту ответственность чувствую, но я чувствую, что эта ответственность должна как бы быть не только моей, во-первых, естественно, да, и она должна быть обоюдной. И я чувствую свою ответственность в том числе не только, чтобы русским объяснить тонкости и нюансы абхазского менталитета и абхазского отношения к жизни, абхазской политики и того, как действительно абхазы к той же России, да, относятся. Но для меня важно, чтобы и здесь, в Абхазии, понимали, что русские тоже изменились. Вот я такую сейчас расскажу, наверное, историю. Ко мне как раз приезжали друзья и музыканты из Абхазии, и ребята из Ассоциации силовых ведомств Абхазии. Вот, они ездили, чтобы понять, посмотреть, разобраться, что происходит. Музыканты, естественно, приезжали, чтобы поддержать ребят на фронте, в том числе пацанов в пятнашке. Да, и мы были в гостях у одного героического командира. Его все знают, по крайней мере, да, у нас в России. Это Остап. Он такой, как медведь, разговаривает, такой вот у вас общий такой образ. Он рычит такой, ему позвонишь, говоришь: Остап, где увидимся? Вот так он отвечает. Ты говоришь: лучше напиши, брат, иначе я тебя не найду. Вот, и мы с ним сидим, и у него там ноги перебиты, реально человек абсолютно героический, это даже, да, там комментировать не стоит. И вот он сидит такой, мы сидим там, пьем чай, он такой говорит: Семен, говорит, вот, объясни ребятам, кто я. Я говорю: в смысле, Остап, вот ты военный? Не, вот, ну ладно, пусть спросят они у меня, кто я. Они говорят: ну ладно, Остап, кто ты? Он говорит: я новый русский. Я говорю: мы там, типа, чего? Он говорит: ну как чего? Я родился в Советском Союзе, у меня был советский паспорт. Я после развала Советского Союза получил украинский паспорт, и он работал в Запорожье инженером на атомной станции. То есть человек, скажем так, из высокоинтеллектуальной среды. Когда начались события в 2014 году, он уехал из Запорожья, встал на сторону ополчения, у него появился паспорт Донецкой Народной Республики, это уже 3-й. И вот, наконец, он не так давно получил русский паспорт. Он говорит: вот я новый русский. И для меня кажется, я тогда подумал, что это действительно как бы такой очень образный и четкий срез того, как поменялась Россия в том числе, и как изменились русские. В том числе после 2014 года, после Крыма, естественно, СВО все это еще более отчетливо высветило. То есть, если раньше новый русский — это человек там с пузом и с золотой цепью на шее, да, из анекдотов, для которого как раз тип взаимоотношений неприемлемый для абхазов, да, это когда там побольше хапнуть, распилить, обмануть, чуть не сказал более грубое, да, слово, и так далее. Но это новый русский термин был, он не этнический был, он на все этносы тогда налагался. Так, и это тоже, сейчас я тоже не про это говорю, понимаешь? У нас там вот эта история тоже про Мариуполь, я говорю... А где здесь, я когда туда только приехали, ребята из Ахмата воевать только-только, там первые 2-3 дня, я заскакиваю и говорю: а где тут русского командира найти? Он говорит: а я что, тебе не русский? Говорит. Вот, поэтому это про новых русских в широком смысле этого слова. И сейчас эти новые русские, да, они становятся частью политики, да, они начинают занимать определенные должности. Наш президент делает ставку на этих новых русских. И для меня та команда, которая с Сергеем Владимировичем пришла, в том числе, это те люди, которые, во-первых, побывали на СВО, многие из них, они могли иметь разный бэкграунд. Я вот не стану скрывать, у меня куча друзей-депутатов, которых я иначе как пижонами не считал и не называл, депутатов Госдумы, и всячески над ними издевался и посмеивался, как над мажорами, когда
приезжал там из Донбасса там в 16-17 году. Ну, в общем, была крайне недружественная для меня среда. И эти люди вели, ну, грубо говоря, там гламурный образ жизни. Но, брат, оказавшись на фронте, да, там, попав 2-3 раза под обстрел, что-то в тебе меняется. Конечно. И я не готов сказать за всех политиков России, кто сейчас занимается, да, политикой, что они все изменились, и что из тех новых русских переродились в новых русских, да. Но то, что весомая часть, и эта часть сейчас влияет как на внутреннюю российскую политику, так и на внешнюю российскую политику, она теперь есть, и на нее делает ставку наш президент, ну, вот это нельзя не отметить. И в том числе я вижу в некотором смысле свою ответственность, и когда мы общаемся в тех же кофейнях и так далее, когда я говорю, что мы сейчас, я говорю и про Россию, про Абхазию в том числе, потому что я говорю, я к Абхазии действительно отношусь как к родной своей стране. Я здесь сформировался как личность, вырос как профессионал, и эти 4 года, которые я тут провел, они были такими, пожалуй, решающими в моей жизни. Они меня воспитали и вырастили. И то, что я сегодня имею в своей профессии, да, то, к чему я сегодня в своей жизни пришел в профессиональном плане, это все мне дала Абхазия, как бы это странно ни звучало. Те люди, которые здесь были моими наставниками, та школа жизни, да, которую я здесь получил не только в профессиональном плане, но и в плане воспитания взаимоотношений между людьми, потому что вот то, что называется Апсура, для меня это стало во многом потом опорой и ключом в жизни, где бы я ни находился, в каких регионах. Мне легко было работать на Ближнем Востоке, потому что я понимал, как себя нужно вести в Абхазии, и восточные люди всегда и с радостью сближались со мной, видя это отношение, что если там входит человек, нужно элементарно там привстать, и это, ну, просто у тебя на уровне уже как бы рефлексы, да, происходит, как знак уважения. И поверьте мне, это по всему миру имеет огромный эффект потом, когда ты этому научишься здесь, поймешь смысл этого всего, да, не просто какое-то, да, там формальное соблюдение этих правил. Ну, конечно, для тебя это будет огромной опорой в жизни во всем, чего бы это ни касалось. Поэтому, когда я говорю про «мы», да, я говорю, что вижу свою ответственность в том, что мы должны как бы научиться друг друга действительно понимать. И на уровне политики, на уровне народа у нас всегда было друг с другом отличное понимание, и я не думаю, что там абхазскому народу с русским народом есть что-то делить в этом смысле, и ненависти какой-то, то, что там пытаются как-то это иной раз показать там те или иные СМИ, ну, конечно, все это не то, что накручено, не имеет отношения к реальности, да, но вот на уровне людей, принимающих решения, как это модно, да, сейчас говорить, на разных уровнях, на разных звеньях, на уровне вот того самого политикума, как российского, так и абхазского, вот эти настройки, мне кажется, нужно менять. Они меняются сами потихонечку в жизни, да, и нельзя менять их там насильственным каким-то образом. Нужно действительно учиться друг друга слышать и друг друга понимать. Как раз и я, кстати, знаете, хочу сказать одну вещь. Вот что я говорю всем, да, когда мы что с абхазами интеллектуалами дискутируем, что с российскими интеллектуалами дискутируем. На самом деле нам, чтобы друг друга понимать, достаточно прочитать одну книгу внимательно. Эта книга, великая книга «Последняя из ушедших». И если русский ее прочитает, да, и, к сожалению, не все абхазы ее читали. Да. И я не считаю себя там суперинтеллектуалом, я невежда, по большому счету. Я, правда, мало читал в своей жизни книжек, но и «Последнего из ушедших» я прочитал, к своему великому сожалению, 2 года назад первый раз, но был настолько поражен, и у меня в плане того, что это, если правильно, если эту книгу прочитать заново, то ведь и очень много противоречий, которые, казалось бы, да, между нами есть, они тоже там снимаются. Ну да, согласен. Это вот всеобъемлющее. Очень много нарративов, которые существуют здесь, в абхазском обществе, по отношению к русским, там в этой книге были развенчаны. Ну, в смысле, задолго до того, как они появились.